Здесь сегодня говорят о главном, о памяти, долге и силе, которая рождается в единстве. Северокавказский форум «Великая Победа» объединяет Кавказ, его участники, общественные деятели, историки, представители молодого поколения со всего федерального округа. В год, объявленный президентом страны годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, они собрались, чтобы еще раз осмыслить наш общий исторический путь, героическое прошлое, которые навеки сплотили народы Кавказа. С приветственным адресом от главы региона Махмуда Али Калиматова к гостям и участникам форума обратился руководитель администрации главы и правительства Республики Ингушетия Анзор Мархиев. Для нашей республики важно принимать столь значимые мероприятия, проходящие в рамках международного социально-образовательного проекта, который объединяет народы на основе памяти о героическом прошлом. Победа в Великой Отечественной войне, достигнутая ценой огромных жертв, навсегда связала наши судьбы и сделала братство и взаимопомощь вечными ценностями. Сегодня, вспоминая героические годы, мы не просто отдаем дань уважения памяти предков, мы укрепляем основу дружбы и единства, которые остаются главным источником нашей силы. Основная цель форума – укрепление межнационального согласия и патриотическое воспитание молодежи на примере подвига советского народа. И темы для разговора более чем серьезные – противодействие фальсификации истории, сохранение правды о вкладе всех народов Кавказа в общую победу и передача этой правды из поколения в поколение. Ингушские воины, как и представители других народов Кавказа, проявили беспримерную стойкость и мужество на самых опасных участках фронта, от огненных рубежей под Москвой до героической обороны Сталинграда. С гордостью хочу отметить, что мужество защитников Малгобека вошло в историю нашей великой страны. Горные перевалы, у стен которых стояли насмерть солдаты, города-герои и тысячи сел, отправивших на фронт своих лучших сыновей и дочерей. Каждый народ внес свой неоценимый вклад, и сегодня, спустя 80 лет, важно не просто помнить, но и говорить об этом громко снова и снова. Наш проект уже объединяет не только Северокавказский округ. В работе нашего проекта принимают участие 34 региона России и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья. Наш проект получил национальное признание в Российской Федерации в 2024 году. Мы стали лауреатами международной премии «Мы вместе». На форуме звучат доклады, детально раскрывающие вклад каждого народа. Подвиг сынов и дочерей Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни. Все эти истории складываются в единую героическую летопись. Мой доклад связан именно с героями-ингушами, которые участвовали и были героями при взятии Кёнигсберга, последнем оплоте таком серьезном Восточной Пруссии. Ведь Гитлер был уверен, что тройная оборона, никто ее не может прорвать, но за 4 дня героически наши советские солдаты это сделали. И я прилетела сюда, обязательно об этом расскажу. Культурная программа форума – это еще один мост, соединяющий прошлое и настоящее. Выставки архивных фотографий, образцы оружия времен войны, демонстрация национальных костюмов народов Кавказа. Каждая деталь рассказывает свою уникальную историю в общей летописи великого и трагического периода. Я посмотрел выставку на СВО. Есть люди, молодежь, которые наследуют традиции защиты Отечества, есть герои уже Российской Федерации. И то внимание трепетное, которое здесь оказывается к ним, оно тоже говорит о наших традициях. Это тоже тема нашего форума. Мы сегодня увидели, познакомились с героями СВО именно из Ингушетии. Мы увидели, каким воодушевлением вы говорите о героях Великой Отечественной войны. Это нас очень сближает. Я думаю, мир, сотрудничество, любовь и взаимоуважение всегда отличали жителей Северного Кавказа. И этот форум очередной раз подчеркнет, что мы должны помнить нашу историю, но в то же время и вот все вместе, благодаря таким форумам, творить будущее. Эти форумы показывают достижения, успехи нашей республики во всех отраслях, можно сказать, своего развития. Северокавказский форум «Великая Победа объединяет Кавказ» доказывает, спустя 80 лет Победа продолжает объединять, вдохновлять и учить. Она напоминает нам, что настоящий защитник Отечества – это не только тот, кто с оружием в руках, но и тот, кто хранит мир, помнит историю и передает ее своим детям. Именно такую картину мы должны оставить в наследство. Амина Зязикова, Султан Булгучев, Магаз 24.